Школа-интернат, в которой воспитывается около 300 учеников, попала под государственную программу развития образования. С середины марта здесь активно ведутся ремонтные работы. Здание школы находилось в аварийном состоянии, и капитальный ремонт был крайне необходим. У нас были большие проблемы с кровлей, с водоснабжением, с канализацией. Пришли в негодность окна, где-то они пропускали ветер, воздух, плохо закрывались. Также у нас была проблема с отоплением в школе, с канализацией и с электричеством. Также, конечно, нам была необходима школьная мебель. Мы тоже надеемся, что будет полная замена школьной мебели. Бригадой из 30 строителей на 3 этажах проведен немалый фронт работ. Полностью поменяли кровлю здания, провели внутреннюю отделку, внешнюю отделку. Она уже заканчивается, выполнена на 80%. Также выполнены все работы по монтажу систем канализации, вентиляции и отопления и водоснабжения. По вентиляции тут были большие проблемы в школе. Мы модернизировали систему, чтобы был комфорт для детей. В школе-интернат обучаются дети с 1 по 9 классы. В эту категорию входят социально незащищенные, из малообеспеченных семей, дети-сироты или из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них функционируют 2 корпуса – учебный и спальный. В учебном 17 классных кабинетов. Есть актовые и спортивные залы, столовая, библиотека, классы для художественного развития, где ребята могут обучиться робототехнике, швейному делу и различному рукоделию. И чтобы учащиеся могли получить качественное образование и воспитание, им необходим комфорт. Специалисты заранее составили весь план работ. В ближайшее время у нас планируется установка дверей, напольных покрытий в классах и окончание монтажа фасада. И остались у нас еще работы по монтажу потолков. Капитального ремонта в образовательном учреждении не было с самого начала его основания, то есть с 1961 года. Проводился только косметический. И поэтому к нему подошли максимально ответственно. Монтаж современной системы вентиляции, то есть у нас раньше вентиляция была только в одной части здания, в спортзале, сейчас у нас будет модернизирована, во всех санузлах будет вентиляция. Будет установлена современная система пожаробезопасности и видеонаблюдения. Также будет закуплена вся необходимая мебель – парты, интерактивные доски, компьютеры, принтеры и многое другое. В рамках реализации государственной программы развития образования проводится программа модернизации школьной системы образования. В прошлом году был проведен капитальный ремонт 13 общеобразовательных учреждений. На этот объект, на Заранскую школу-интернат, было выделено порядка 98 миллионов рублей. Из них федеральный бюджет 96 миллионов рублей. Остальное – это наш республиканский бюджет. Под эту государственную программу попали еще 16 образовательных объектов республики, на реконструкцию которых выделено более 1 миллиарда рублей. Мадина Цора, Сулейман Костоев. Новости 24.